Всем привет, ребят! Привет из Коми, привет от Олега. Долгожданный поход к нашему шалашу. Не один год уже снимаю. Здесь я охочусь весной на болоте. Ну, посмотреть приехал, что к чему. Немножко привез дровишек заготовить. Сейчас распилю и посмотрим. Там еще лапники мне надо привезти. В этом году наст хороший. Сегодня у нас минус 19 градусов было. Считай, очень холодно. Яркое солнце светит. Я хамелеон одел. Там ослепляющее солнце, снег белый. Одним словом, отдыхаю на природе. Повезло в этом году с настом. Нормально так. Ладно, сейчас я буду заготавливать дрова и чай попьем. Пытаюсь открыть дверь. Показываю для новых зрителей. Вот такой шалаш у меня. Сперва был этот отсек только, потом я удлинил, чтобы ночью здесь ночевать. Стены так я утеплял рубероидом. Немножко в прошлом году привозил буржуйку самодельную. Так что, кому интересно, дождитесь весенней охоты. Все я буду показывать. Вот тут такой столик. Посоветовали мне цепочку привезти, чтобы закрепить. Забываю. В прошлом году вот такой проволокой там фиксировал. Вот так поднимал и фиксировал. Здесь я ужинал, ел, пил чай. Там чучела у меня. И здесь еще в мешке. Ух ты! Здесь лед, ребят, смотрите. Чуть не упал. Вот. Здесь у меня в мешке дрова должны быть. Бересту надо вот еще привезти. Мне где-то на буране вроде береста должна. Вот. Ну, короче, дров дофига. Но еще я спилю. И пусть запас дров будет. Здесь также у меня доски. Ну, ничего не выкидываю, может в любой момент пригодится. Так что вот здесь дрова. Вот такие дровишки, не крупные, мелкие. Ну и бересту надо еще. У меня здесь, наверное, немножко береста есть. Или в лес куда-нибудь сходить, бересту немножко тоже принести. Вот она береста. Несколько розжигал. Но мало. Я всегда на капоте беру с собой, чтобы вдруг в ситуацию попадешь. Но кому с этой прицеливается опять поссать? Тулан. Нельзя. Хулиган такой у меня он. Так, ладно. Вот такая бураница, ребят. Блин.
Сейчас только гоняй на снегоходе. Снегоход вообще не проваливается. Знаете, вот как по асфальту сейчас катаешься. Можно сейчас по ходу, знаете, сотни километров гонять при желании. Так, ладно, у меня сегодня желание заготовить дрова, лапники привезти, ну, маскировку немножко. В принципе, маскировка-то у меня старая маскировка еще. Но сверху, чтобы немножко укрыть там. И все, в принципе. Здесь переднюю часть. Тут будет водоем. Я осенью уже готовил, косил. Кто зрители мои, постоянные зрители, верные зрители мои, которые ждут фильмы, то они прекрасно все помнят, знают. Так, но снега еще здесь очень-очень много. Я думал, тут уже снега меньше, но пока все нормально, все под контролем. А под контролем это, если здесь снега растает быстро и уйдет вода, ну, красивой охоты не будет. Ну, а в принципе, вот такое поле здесь. Прекрасное. Вот так все выглядит, ребята. От села недалеко. Слышно, как гудит трактора. Даже вышки вон там видны. Так что... Ладно, буду пилить. Пилу взял. В прошлом году ножовкой я все это заготавливал. В этом году пилу взял. С дровами закончил. Все заготовил. План куда-то ходил. Вот сейчас пришел. Целый мешок дров расколотых. И вот сюда еще. Пригодятся или нет, пускай тут лежат они. Но в принципе тут мне больше ремонта ничего не надо.
Пленка там есть. Что-то какое-то в прошлом году, какое-то укрытие еще фантазировал, но я не помню даже, что я хотел сделать. Ну, ладно, это по ходу охоты, там, одну ночь переночую, потом уже видно будет, что мне не хватает, что доделать надо, что привезти, там гусиные чучела, сверху там всяко разные из фанеры и другие там, ну, одним словом. В принципе, крыша не течет, стены есть, все ровно пока стоит. Пока ремонта ничего не требует. Так, закрываем. И к весенней охоте будем считать, что готовы. Сейчас я, наверное, погуляю еще по тайге, потом чай попьем. Потом по-быстрому я лапники привезу и уже поедем обратно. Вот Тулан уже снова, он не пощада, он так, все постоянно куда-то ходит. И далеко. Он не будет тут просто лежать или еще. Ему хочется ходить. Видите, ушел. Не, в ту сторону пошел парень. Лак! Он летит. Наст хороший, можно пешком ходить. Снегоход пока тут оставлю. Лак, туда, пошли. Вот его нам. Почему бы и не погулять в такую погоду? Безветренно сегодня, полный штиль. Солнце греет. И такой морозец, что вот, скажем, снег не липнет, пока и все хорошо. Тулан кого-то нашел. Молодец, собака. Подоснул ты. Давай.
Немножко погулял, где-то километра 1,5, наверное, круг такой. Сходил к реке и такой кружок получилось. Через Старицы прошел. Везде одинаково снег держит. Ходить хорошо, можно без лыж. Сейчас вышел на сосновый лес и уже хочу так поймать свои следы. И уже по своим следам обратно пойти к шалашу своему. Хорошо. Ветер пока не поднимается. Вообще, как все здорово. Полный штиль, ребят. Тайга, сосновый лес густой. Но у нас в основном вся тайга такая густая. Открытое место только болото и эти, как же, вырубки. Вот. Наверное, не знаю, наверное, могу я здесь по этой буранице идти и поймать свои следы. Она вот я так. Для ориентира солнце есть, там уже болото начинается. Вот так буду идти. Все равно наткнусь на, как бы, на свои следы. Ну вот, видите, все получилось. Это уже я тут ходил. Вон Тулан меня уже встречает впереди. Вон бездельник мой. Тулами. Пусть гуляет. Вот и болото. Вон там снегоход стоит. Сейчас тоже слышал, как кто-то приехал на снегоходе, именно на российском, с российским двигателем. Ну, рыбаки, может, поехали по дороге там. Буран слышен издалека. На солнце тут очень жарко даже. Сейчас организую я, ребят, чаепитие, костер, чай. Посижу, отдохну. Ну и еще потаскаю лапники и уже буду возвращаться. Mulle, on.
Вот такой бутерброд, ребят. С чаем. Таежный бутерброд. Как еще по-другому назвать? Тулан у меня убежал, меня оставил. Он, наверное, ушел в село. Такие дела. Допиваю чай, это вторая кружка уже. Сейчас прямо эфир заходил. Немножко поболтал. Ну, жду Тулана, что Тулан не вернулся. Ладно. Допью чай и поедем. Короче, тут профессиональные охотники на гусей живут. Там туалет организовали, здесь ихняя такая избушка из горбыля. Надо посмотреть, интересно. Все, хочу сюда заехать, посмотреть, никак не получается. Ну вот, тёлым зарокорка. Хорошо-то как, ребят. Реально хорошо. Тут нары, вон. Ну, обычно тут 2-3 человека отдыхать. Ну, 2 человека. Все капитально сделано из горбыля, с обычного горбыля. Ну, нары, столик, вид с окна, как мы видим.
как же этот-то, шалаш. И все болото, так видно. Вот я сижу и до, как сказать, ну, до потолка как бы не достает голова. Мне все четко понравилось. Действительно. Ну, для отдыха. Что там говорить? Для отдыха самое то. Уже комфортно, ты можешь там лечь, отдохнуть пару часов. Или же. Но они круглые сутки тут. Неделями тут сидят. Как бы охота открывается, на неделю приходят. Только чисто за едой сходят домой и все. Вот. Класс. Понравилось. Ну тут спичек навалом. Сигареты даже вон оставили. Сигареты есть. Саморезы. Окно из, как сказать, от КамАЗа, наверное, окно. Вот. Там буржуйка, а трубу убрали. Ну, я их тоже понимаю. Здесь обычное покрывало. И там еще он. Плед. Изоспан. Картонка. Ну, блин. Очень даже мне понравилось. Очень-очень. Все классно. Невысокий. Где-то 2 метра, наверное, высотой. Вот эти столбы. Ну, а что там слишком высокий там. Печку затопил там. Еду приготовил и спать, отдыхать. Все классно. Все. Крыша жесть. Дров, конечно, заготовили нам на полгода. Ну, на снегоходе там. Сейчас пока есть возможность на снегоходах заготовить дрова, а там уже, когда снег не держит и этот снег растает, они с большими рюкзаками сюда приходят. Тоже тащиться по болоту не так легко. Основная защитка вот тут у них. Там еще третий, ну как бы второй в стороне. Сейчас я, ребят, буду наугад ехать. Ну, ориентир у меня солнце будет. И в другую сторону я приехал оттуда, где ярко светит солнце. И я наоборот поеду. Это получается на запад. Нет, обманываю, на север. Строго на север поеду. Там также будет бураница, где всю зиму ездили. И уже по этой дороге буду спускаться. Вот такой поход, ребят. Середина дня и ветер так и не поднялась. Тулан меня не догнал. Я его не вижу. Значит, он ушел в село-то есть. Да, в село ушел. Еще раз показываю, я сюда редко приезжаю. Но спрашивали много раз, охочусь ли я на гусей, там еще. Вот когда все на все это смотришь, вот тоже вот как будто тебе хочется. Тоже хочется сделать такой скрадок, такой же как сказать, домик из горбыля и охотиться. Но через все это я прошел и знаю, что это такое у нас охота на гусей. Когда ты целыми сутками сидишь, птица прилетит или нет. Ну, если терпеливо ждать круглые сутки, конечно же, кого-то можно добыть. Но у меня такого интереса нету. Если попадет, конечно же, я буду стрелять. Если нет, так целыми сутками я сидеть не стану. И я здесь уже сидел не 1 год. Только чуть-чуть правее вон там. Вот так. Ладно. Поедем, что получится, куда-нибудь выйдем. Вон там для ориентира вот высокие елки. Может, на эту елку я газану, поеду туда. И там уже всяко где-нибудь выйдем на дорогу. Ориентир у меня будет елка. Так. Собаки не хватает, как ни крути.
Выехали вдвоем. Блядь, еду один. Вышел на трассу, поймал просеку, вон квартальный столб. Не ожидал я, что попаду на кварталку. Вон она.
Не чищенная. Как бы столб еще не поменяли, ничего. Ну что, ребят, давайте будем заканчивать сегодняшний поход. Я уже еду домой. В общем, все как было я вам показал. Ждите весеннюю охоту в этом шалаше. Ну и остальные все фильмы. Все, всем пока. Будьте здоровы, не болейте.